Было принято совместное заявление отдельными участниками Совета Безопасности. Туда вошли несколько стран, прежде всего это Великобритания, Франция, Дания, Греция и Словения. Но примечателен тот факт, что впервые за 17 лет подобного рода заседаний, вот впервые создан прецедент фактически, когда делегация Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, которая также участвовала в этом заседании, Good afternoon, отказалась everybody. поддержать I'm данное speaking on заявление. behalf of the Новая UN администрация Security Council Соединенных Штатов, members Denmark, судя по France, всему, Greece, пытается and on Helsinki сбалансировать final свои act. I внешнеполитические thank you. подходы, во многом их пересмотреть. И мы очень бы хотели надеяться на то, что это в перспективе приведет к нормализации взаимоотношений, прежде всего с Российской Федерацией, с нашим стратегическим союзником, приведет к тому, что вот эти две великие глобальные державы смогут сесть за стол переговоров и договориться о ключевых моментах международных отношений. Безусловно, это будет касаться и нас, и нашего региона. Мы внимательно наблюдаем за этими процессами. Кстати, характерная реакция наших грузинских оппонентов по итогам этого заявления. Мы видим, что, исходя из вот тех открытых источников, которые мы наблюдаем, мы видим, что в Грузии фактически многих шокировала новость о том, что Соединенные Штаты фактически пересмотрели свое отношение по существующим здесь в нашем регионе противоречиям и не поддержали заявление, в котором говорится о территориальной целостности Грузии и осуждается военное присутствие России в Абхазии и Южной Осетии. Ну, мы надеемся, еще раз повторю, на то, что вот это вот поэтапное изменение политики таких крупных глобальных стран, как Соединенные Штаты, приведет к тому, что появится возможность для нормализации отношений с Россией, и это даст всем нам импульс к тому, чтобы ситуация стабилизировалась не только в мире, но и в нашем регионе.